Возможность лайков тут есть, возможность комментирования, возможность поиска друзей. Это все вот здесь присутствует. Создать мир без фальши и глянца решил Бекхан Зармотов и начал с разработки новой онлайн-платформы. Концепция проекта проста – виртуальный фотоальбом, но без использования фильтров. Программист рассказывает, каждое изображение – это емкий процесс выстраивания света, тени, ракурса, и заниматься этим прежде всего должен профессиональный фотограф, если не хочет, чтобы его работа превратилась в инструмент фоторедакторов. Приложение называется Photogram Reflection of Life. Photogram Reflection of Life. То есть это как на фотограмме, то есть мы понимаем, это как социальная сеть идет, где загружаются фотографии, именно фотографии, не более. Reflection of life, то есть это отражение жизни. То есть как мы видим эту жизнь, допустим, да, без всяких эффектов, таким образом программа должна показывать эти же фотографии, которые будут именно разделять программу. Идея создания приложения зародилась около 2 лет назад. Процесс сложный, но интересный, делится Беслан Зармотов. В команде разработчика только профессионалы, программисты, дизайнеры, маркетологи. А для того, чтобы выявить, отредактированная фотография или нет, использовали искусственный интеллект, на создание и обучение которого ушло порядка 10 месяцев. Так, камеру включить. Вот включаем, фотографируем. Так, фотография отправляется на сервер, проверяется искусственным интеллектом. Потом можем проверить ее вот здесь. Это же вторая фотография. Вот тут мы видим эмблему реальности. То есть в этом случае искусственный интеллект сам доставит эту эмблему. Если же фотография не оригинальная, то есть она будет просто пустой фотографией. Возможность лайков тут есть, возможность комментирования, возможность поиска друзей. Первые результаты кропотливой работы уже есть. Тому подтверждение порядка 300 зарегистрированных пользователей. Сейчас программисты работают над тем, чтобы запустить программу на Android и iOS. Если для первых проблем не возникает и скачать приложение можно по заявке, то пользователям айфона придется повременить и воспользоваться тестовой версией сайта на photogram.su. Несомненно, для того, чтобы осуществить вот эту задачу, нужно собрать очень много фотографий. Очень много фотографий. Эти же фотографии потом мы делаем из ряда оригинал, получается, как они есть, и из ряда не оригинал, получается фейк-фотографии. Это называется database. После всего этого мы уже обучаем сам искусственный интеллект, получается, вот эти фотографии различать. Вот это самое сложное. Потом, как я говорил ранее, мы то есть всю эту программу писали с чистого листа. То есть мы не использовали никаких готовых продуктов, мы все писали с нуля. На достигнутом разработчики останавливаться не собираются. Фотограмм необходимо постоянно обновлять, дополняя его и совершенствуя. Тем более в планах у программистов расширение функционала, а именно добавление возможности загрузки видео и появление личных сообщений. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.